Зал в Бишкекском управлении по содействию занятости еле вместил всех желающих трудоустроиться. Общение с работодателем здесь главным образом проходит при помощи сурдопереводчика. Ярмарку вакансий организовали для инвалидов по слуху. Вакансий много, специальности рабочие – повара, швеи, токари, строители. Набирают даже в сферу медицины. При нас ушел довольным один работодатель, набрал нужных людей. Однако большинство нередко в таких случаях уходят ни с чем. Говорят, специфика профессии требует общения. Это сегодняшняя ярмарка, мне кажется, мы не сможем. Они должны с людьми контактироваться, а там надо переводчика. Мы же не можем это. А так инвалидность общая у нас работает. Интервью Гульмиры Джапаровой мы взяли благодаря сурдопереводчику. Говорит, что работает на базаре, торгует сладкам. Хотела бы найти постоянную работу. Мне бы подошла работа уборщицы. Могу мыть полы в каком-нибудь офисе. Лет 6 уже ищу, но ничего так и не нашла. Надеялась, что повезет на этой ярмарке вакансий, но нет. Буду продолжать искать и дальше. И таких, как Гульмира, много. В этом году трудоустроились пока только 220 человек. Хотя по закону каждая компания, будь она частная или государственная, должна принимать людей с ограниченными возможностями здоровья. Если штат предприятия превышает 20 человек, то квота для инвалидов 5%. К сожалению, этого мы не достигаем, так как на рынке труда не востребованы лица с ограниченными возможностями здоровья. Мы должны всесторонне посмотреть эту меру, чтобы работодатели трудоустраивали лица с ограниченными возможностями. Это я хочу перечислить. Может быть, их каким-то образом заинтересовать. Например, освободить от налога. Марина Печкина – инвалид 3-й группы. Уже 3 года работает дезинфектором в 3-й детской больнице. Отвечает женщина за утилизацию медицинских отходов. Под ее пристальным наблюдением в специальном оборудовании дезинфицируются шприцы, вата, иглы, системы. После того, как обработка завершена, медотходы безопасны для окружающих, и их можно выкинуть. Я стояла на бирже по трудоустройству, и вот на бирже требуют подпись какой-то организации, что меня туда не приняли. Первый месяц я пришла в отдел кадров 3-й детской, мне поставили штамп, что меня не берут. А на 2-й месяц, когда я пришла, Айгуля мне предложила должность, есть вакансия такая-то, такая-то, дезинфектора. Вы не хотите поработать? Я согласилась. Все, так я здесь и осталась. В 3-й детской больнице работает 4 человека с ограниченными возможностями здоровья. Всего по республике для них утверждена квота в 690 рабочих мест. Желающих трудоустроиться, конечно, гораздо больше, но лишь единицам улыбается удача. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС.